21 сентября в России было объявлено о начале частичной мобилизации и требовалось призвать 300 тысяч резервистов со всей страны. Мобилизационные мероприятия начались сразу же, в том числе и в Хангаласском Улусе. Первый автобус с мобилизованными жителями района отправился в учебную часть уже 22 сентября. В репортаже покажем и расскажем, как хангаласы поддерживают мобилизованных земляков и их родных и близких. В первую неделю частичной мобилизации в Улусе объявили о сборе гуманитарной помощи мобилизованным. Пункт сбора развернули в городе Покровске в Центре культуры Саргыты-Гюльгете. От населения и организаций принимали медикаменты, не портящиеся продукты питания, теплую одежду и мелкую технику, например, портативные аккумуляторы. Работниками районной администрации были сформированы наборы гуманитарной помощи, которые доставили в учебные части Хабаровского края, Приморья и вручили лично в руки землякам, находящимся там. Ну как тут вообще условия? Ребята, условия хорошие, комбат хороший, начальство хорошее, значит, питание отличное, то бишь все беспокоятся о нас, как бы все у нас хорошо, в расположении живем отлично, вот, питанием, в общем, одеждой всем обеспечены, вот, много земляков здесь. Практически 70% якутян, остальные парни с Приморья, все дружно живем, все у нас хорошо. Привет. Передаем привет, большое спасибо нашему району, администрации за помощь, за все хорошее. Надежды оправдаем. Мобилизованных земляков, проходящих обучение в Хабаровском крае, также навестили представители сельхозпредприятия «Хангаласас». Они передали посылки от матерей немигюнского наслега, а также приобрели недостающие предметы обмундирования. Практически в первые дни мобилизации женщины Улуса начали пошив вещей, которые могут понадобиться землякам на передовой. Например, жительницы села Булгуняхтах смастерили 30 армейских аптечек. Мастерскую развернули в здании местного дома Арчи. Каждая женщина принесла с собой из дома швейную машинку и инструменты, ножницы, иглы и так далее. Аптечки шили в течение 2 дней. Уже готовые экземпляры наполняли медикаментами, которые закупили на средства Фонда развития наслега. Посредством YouTube изучили выкройки, то, что самое легкое, там, чтобы было эргономично, чтобы действенная аптечка была. Изучили все, и нам вот вторые сутки шьем. Но мы положили самое необходимое, базовое. Вот бинты, перекись водорода, зеленка, там то, что антибиотики, там еще есть лапирамид, там все такое, да. И помимо вот медикаментов мы еще положили харсхал якутский. Охта-охта-нахтума, салахтан-самнума. Кроме сбора гумпомощи был открыт благотворительный счет в помощь мобилизованным. Первый свой вклад внесли в виде однодневной заработной платы работники Улусной администрации, районного совета депутатов и различных управлений. К ним присоединились учреждения и организации района. По последним данным, сейчас на счет зачислено около 3 миллионов рублей. Одно из больших перечислений сделал наш земляк, владелец рекламной компании «Рекдаем», Афанасий Владимирович Киприянов. Он сделал перечисление в размере 100 тысяч рублей. А также перечисления сделали наши подведомственные учреждения, администрация, муниципальный район и большие ресурсоснабжающие организации тоже сделали свой вклад и отправляли свои однодневные заработные платы. Поступившие средства перечисляются гуманитарной помощью именно военнослужащим из нашего района. А семьям военнослужащих? Семьям военнослужащих перечисление делается из бюджета муниципального района Хангаласский Улус. Женам или родителям по 10 тысяч, а также детям по 5 тысяч.
В производственном объединении «Якутцемент» повестки получили 19 работников, один из них – сын Натальи Злобиной. Сама Наталья работает в «Якутцементе» замначальника цеха бетонно-растворной установки. До недавнего времени вместе с ней, но в другом цеху, трудился ее старший сын Денис. Он получил повестку в первые сутки частичной мобилизации прямо на работе под конец смены. Пришел домой и начал спешно собираться, а утром уже выехал в учебную часть в Хабаровск. Очень оперативно было сработано. В 11 часов вечера сын пришел с повесткой, то есть время на сборы практически не было. А в 6 утра уже на следующий день ушла машина, увезла ребят. Уехали в Хабаровск. В Хабаровске в учебной части пробыли 2 недели, а через 2 недели их уже отправили непосредственно туда. Херсонскую область? Он в Херсоне, да. Денису, еще 18 своим работникам «Якутцемент» выделил материальную помощь в размере 100 тысяч рублей каждому. Помимо этого, холдинг «Восток-цемент», в состав которого входит «Якутцемент», тоже внес свой вклад. Также по холдингу «Восток-цемент» у нас оказан сбор спонсорской помощи таким семьям. Если нуждается сотрудник или его семья в какой-либо помощи, мы всегда помогаем и прислушиваемся. На выделенные средства семьи мобилизованных закупили недостающие необходимые вещи для отправки в учебные части. Была создана WhatsApp-группа, где все вместе формировали список вещей и искали способы доставки. Нашли людей неравнодушных, волонтеров. Это компания «Мастер Балдерс». Ребята помогли, молодые, очень хорошо помогли. И молодые девушки, бывшие жительницы Махсоголоха, которые живут сейчас в Хабаровске, они волонтерскую помощь организовали по закупу необходимого оборудования, обмундирования и доставки в воинскую часть. На следующий день после доставки вещей мобилизованные отправились в зону специальной военной операции. Следим за обстановкой. Там, где ребята находятся, очень редко выходят на связь, но, по крайней мере, поддерживают связь. Это как глоточек воздуха. За всеми 19 мобилизованными сохранят рабочие места. Родные коллеги ждут и верят, что они вернутся и вернутся с победой. А в городе Покровске провожали тренера по тхэквондо, тоже призванного по мобилизации. Попрощаться с наставником, пожелать ему удачи и провести последнюю перед отъездом тренировку пришли как нынешние, так и бывшие его подопечные. Мы же все патриоты, да? Мы же любим свою страну, поэтому мы же защитники своей страны. Мы должны защищать нашу родину, нашу землю. Вот поэтому я решил туда поехать. Иван окончил Чурапчинский госинститут физической культуры и спорта, прошел службу на Тихоокеанском флоте, а с 2018 года работает в Центре единоборств Хотой, обучает детей корейскому боевому искусству тхэквондо. Иван Александрович, мой первый тренер. Он добрый человек, хороший тренер. Мы его очень любим. Повестку молодой тренер получил в 20-х числах октября и твердо решил – еду. Я же воспитываю детей патриотов. Какой я патриот, какой я тренер после этого. Если я буду откосить, да, какой я пример детям. Поэтому я решил поехать. С любимым тренером пришел повидаться его бывший воспитанник, титулованный хангаласский тхэквондист Максим Припузов, который сейчас является студентом училища Олимпийского резерва города Краснознаменск Московской области. Но вообще он принял очень сложное решение, на самом деле. Я надеюсь, он все взвесил, и могу пожелать ему только удачи, чтобы он вернулся. Будем это очень сильно ждать. 25 октября Иван Самсонов вместе с еще 5 мобилизованными с Улуса отправился в воинскую учебную часть. Руководством района, города и военкомата были сказаны напутственные слова. Также каждому мобилизованному передали набор гуманитарной помощи, собранные силами хангаласцев. Помощь оказывается не только самим мобилизованным, но и их родным и близким. Начнем с детей. На сегодняшний день в Улусе 59 дошколят и 69 школьников являются членами семей мобилизованных. Для дошкольников организовали бесплатное посещение детского сада и питание в нем. Например, в детский сад Сардана ходят 307 малышей, из них 5 – дети, чьи отцы были призваны.
Мера поддержки уже предоставлена нашим семьям. Это освобождение от взимаемой платы за присмотр и уход. То есть они у нас сейчас ходят бесплатно. И это будет продолжаться до того, как отец вернется, да? Да, в период службы родителя. В школах дети мобилизованных могут бесплатно питаться в столовой. В Махсагалокской средней школе льгота доступна 11 учащимся, из них 8 ученики начального звена, 3 среднего. Если начальное звено у нас и так питались бесплатно по федеральной программе, то среднее звено, вот 3 детей, поставлены сразу же с самого начала, как родители мобилизовали, сразу же поставлены на бесплатное питание. Дети питаются 2 раза после первого урока и со своим классом. Помимо этого, в образовательных учреждениях активно работают психологи, проводят индивидуальные встречи с детьми и членами их семей, разговаривают, консультируют, анализируют их психоэмоциональное состояние. По тестированию, если сказать, да, психоэмоциональное состояние у всех детей наших в норме, состояние в норме находится, тревожности нету. Проводились индивидуальные консультации, тоже дети адекватные, ситуацию понимают, что и как. Во время летних каникул дети из семей мобилизованных в возрасте от 6,5 и до 18 лет могут бесплатно посетить одну смену загородного лагеря «Усадьба Булус». Сейчас идет сбор заявлений. Немаловажное значение уделяется психологическому сопровождению близких и родных мобилизованных. Так, специалисты Хангаласского филиала Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи оказали помощь более 50 членам семей мобилизованных и продолжают работу в этом направлении. Консультации проходят как в индивидуальном, так и в групповом формате. Также можно поработать с психологами дистанционно по телефону. Алло, здравствуйте. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Меня зовут Анна Иванова, я являюсь психологом. В первые дни частичной мобилизации психологами Центра был разработан опросник, который давали заполнить членам семей мобилизованных. В этом опроснике у нас входят данные семьи, сколько детей в семье, устроены ли дети в детские сады, нуждаются ли они в ремонте в зимний период для подготовки дома, да? Нуждаются ли они в юридической помощи, в психологической помощи и так далее. В случае, если есть запрос на психологическую помощь, психологи назначают индивидуальную консультацию на базе центра, либо по возможности выезжают в населенные пункты. Приезжают с Мугуняхтаха, с Чапаева, да, с Шимкона. Приезжают на индивидуальные консультации именно с этим запросом. Также вот на выездных работах уже, когда мы приезжаем, то желающие подходят в администрацию и тоже проводятся индивидуальные консультации. Как оказалось, в психологической помощи нуждались и те, кто работал с мобилизованными, например, раздавал повестки. Специалисты администрации, они раздавали повестки и, конечно же, получали шквал негатива в свой адрес и находились в повышенном эмоциональном напряжении. Поэтому для них тоже оказывается психологическая помощь. Но все же сильнейший стресс испытывают близкие и родные тех, кто сейчас на передовой. Психологи Центра помогают им не только справиться с напряжением, но и правильно держать связь со своими мужьями, отцами, сыновьями и братьями. Вся наша работа ведется с таким посылом, что мы должны быть хорошим тылом. Если мы здесь, да, сохраняем спокойствие, не болеем, да, не паникуем, да, то мы являемся, таким образом помогаем своим родным. То есть они все равно, находясь даже далеко от нас, беспокоятся за наше состояние. Да? И каково же будет тяжело мужчине, если он услышит по телефону, что мама попала в больницу. Это же дополнительная нагрузка для него. И поэтому мы должны понимать, что, сохраняя здесь свое спокойное состояние, мы тем самым им помогаем. Если у членов семей мобилизованных нет возможности подойти на консультацию, они всегда могут пообщаться с психологом по телефону. Контактные номера могут подсказать в школах района и в наследных администрациях.
И напоследок, как сообщили в Хангаласском ЗАГСе, в период объявления частичной мобилизации количество регистраций брака в районе значительно увеличилось. Напомним, мобилизованные граждане получили право расписаться со своими половинками в ускоренном порядке в день обращения в ЗАГС. При себе необходимо иметь лишь паспорта и повестку. При этом не обязательно наличие свадебных нарядов, толпы родственников и даже колец. За период мобилизации заключения браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года намного повысилось за счет мобилизованных граждан. В основном это граждане среднего возраста 35-45 лет. Насколько повысилось? Ну, раза в 3-4 точно повысилось. А сейчас поток заявлений уменьшился или как, или продолжается? Ну, намного уменьшился в связи с окончанием мобилизации, да.